Украина и ее союзники заявляют, что вторжение России в феврале является преступлением агрессии. В уставе ООН это преступление определяется как незаконное применение силы против другого государства. Европейский Союз недавно заявил, что Москва должна быть привлечена к ответственности. Мы предлагаем создать специальный суд при поддержке ООН для расследования и уголовного преследования России за преступление агрессии. Международный уголовный суд уже расследует другие предполагаемые военные преступления России, в том числе произвольные задержания и убийства мирных жителей, пытки, изнасилования и нападения на гражданскую инфраструктуру Украины. Россия, однако, не является страной-подписантом Римского статута, учредившего Международный уголовный суд, отмечает юрист Фрэнк Ледвидж. Этот суд сталкивается с рядом проблем, касающихся его юрисдикции, особенно в делах о преступлениях агрессии. Будут и другие трудности. Первым шагом к созданию специального трибунала должно стать представление соответствующей резолюции в Совете Безопасности ООН. На этот шаг наложит вето Россия и, скорее всего, Китай. Тогда документ будет направлен в Генеральную Ассамблею для голосования. Там он, по всей вероятности, получит поддержку большинства стран, и таким образом будет создан для этого специальный трибунал при поддержке ООН. Сбор доказательств вины государства может быть сложной и длительной задачей. Они должны будут установить цепочку улик между Путиным и его вооруженными силами. Эта часть будет довольно легкой. Но вот в вопросе установления вины подчиненных Путина, причастных к совершению этого преступления или совершивших это преступление, возможно, потребуются секретные доказательства и, следовательно, определенные договоренности о предъявлении этих доказательств суду и прокурору, как это произошло в ситуации с Югославией. Россия настаивает на том, что любой трибунал для расследования ее вторжения в Украину не будет легитимным. В прошлом Ледвидж помог собрать доказательства для суда в деле против президента бывшей Югославии Слободана Милошевича. В 2001 году Милошевич предстал перед Международным уголовным судом по обвинениям в преступлениях против человечности. Конечно, первая реакция будет наигранное веселье или насмешка со стороны российского диктатора. То же самое произошло с Милошевичем. Но улыбки быстро сошли с его лица и лиц членов его банды, когда через 2 года его правительство рухнуло, а сам он оказался в Гааге. Произойдет ли это с Путиным? Поживем, увидим. Последний раз суд для расследования преступления агрессии созывался в 1945 году во время Нюрнбергского процесса по окончании Второй мировой войны. Сторонники идеи нового трибунала говорят, что сегодня жизненно важно, чтобы Россия была привлечена к ответственности.